Бир катар курулуш компаниялар жана жеке инвесторлор Бишкек мэриясын жерлерди тартып алгандыгы боюнча күнөөлөп чыгышты. Кеп Борбор калаадагы Алато ресторанына жакын жайгашкан 5 гектардан ашык жер тууралуу болуп жатат. Аталган жерлер курулуш компанияларга 2010-жылы көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн берилген. Ошол убактан тарта Бишкек башкы архитектурасы, Бишкек суу канал жана мэриянын комиссиясы ишкерлерге курулуш жүргүзүүгө макулдуктар бербей келишет. Бирок буга чейин алар жерлерди 49 жылга үйлөрдү куруу үчүн өткөрүп берүүгө өз макулдуктарын беришкен. Хотелось бы отметить, что по данным всем вот нашим объектам арендная плата платится, вот никаких задолженностей перед УЗР мэрии у нас нет, мы аренду вовремя платим. И в случае расторжения эти земли опять зависнут, потому что у них сейчас мораторий на выделение земли. То есть они просто станут пустыми, и аренду в город не будет деньги приносить, понимаете? Я не знаю, для чего, для каких целей это делается, может, чтобы кому-то другому отдать или ничего. Да. То есть, получается, нарушаются наши права как предпринимателей. В 2014 году и 2015 году со стороны нашей компании было обращение в Бишкек главархитектуру о подготовке разрешительных документов на строительство и проектирование. И в 2015 и в 2016 году, соответственно, мы получили отказ. То есть мы планировали использовать участок по целевому назначению, но мы этого сделать не смогли, так как, ссылаясь на расположение там бывших пороховых складов, нам было в этом отказано. Поэтому мотивировать то, что мы не используем участки по назначению, мы считаем, что это несправедливо по отношению к нашей компании, к нашим партнерам, которые соседями являются у нас. И также мы тоже, когда обратились в архитектуру городскую, также было отказано о выдаче именно разрешительных документов на строительство и проектирование многоэтажных жилых домов. И вот с тех пор мы ждем, и никаких результатов нет. Көрсө, бул ишке прокуратура кийлигишкени белгилүү болду. Дал ушул орган гана мэриянын комиссиясына куруучулардын келишими токтотулганы тууралуу жобону жиберет. Бизнес өз убагында ижарага акы төлөгөндүктөн бул жерде эч кандай мыйзамдуу негиз жок. Ал эми прокуратуранын жерди туура эмес колдонуу тууралуу дооматтары муниципалдуу органдардын ишмердүүлүгүнө байланышкан. Прокуратура в своем предписании прям конкретно указывает расторгнуть договор. Хотя согласно закону о прокуратуре, прокуратура не может вмешиваться в деятельность хозсубъекта. Здесь получается хозсубъекты ОСО и УЗР мэрии. Это два юридических лица. А прокуратура в предписании прям конкретно пишет, вот в чем заключается, что это все делается преднамеренно. Расторгнуть прям пишет. И они во исполнение предписания прокуратуры собирают комиссию. Хотелось, уважаемые журналисты, еще отметить, что согласно закону о прокуратуре, прокуратура есть какие-то, у нее есть свои функции. Там, надзор за следствием, за единообразием закона, законодательных актов. Есть еще у них в функциях там права человека, права ребенка и так далее, и так далее. Это конституционный закон, закон о прокуратуре. Но договора аренды, по которым конкретно прокуратура пишет расторгнуть, она не относится к законодательным документам и к нормативным документам, нарушение нормативных документов. Она, получается, сейчас вмешивается, да, в деятельность двух юридических лиц. Алато ресторанынын жанындагы аймакка кызыккандар көп экени белгилүү. Курулуш компаниялар мыйзамдуу түрдө алган жерлери үчүн күрөшүүгө даяр. Прокуратура жана мэриянын кылган мындай мамилесинен улам инвесторлор Кыргызстандан кетүүгө аргасыз. Ишкерлерди кээ бир мамлекеттик органдар аларга каршы иштеп жатса, кызыкчылыгыбызды ким коргойт деген суроо ойлондурат. На это мы тратим годы. Вот реально я вам скажу, вот мы инвесторов с Азербайджана привлекли, договорились, мы потратили на это 18 месяцев. И как раз именно по этому участку. Теперь инвестор, услышав это, он просто развернулся и уехал. Даже еще у нас не изъяли участок. Он, почувствовав риск, а для инвесторов риски, связанные с землей, с ее изъятием, разрешением и так далее, является одним из самых больших рисков. Они просто расторгли с нами контракт, и мы имеем серьезные издержки. И, ну и, соответственно, инвестиционный климат, да, сами понимаете. Мы сейчас тоже обращаемся в Генеральную прокуратуру, тоже, как это так получается? Инвестиционный, вот инвесторов вот человек потерял, президент Джеймбеков все время говорит о привлечении инвесторов, улучшении инвестиционного климата в Кыргызской республике. А у нас, получается, инвесторы все бегут и будут бежать, потому что хорошо, что они еще сюда средства не вложили. А у других вот тоже люди сидят, у них тоже инвесторы, потому что сейчас на самом деле экономическая ситуация в республике, видите, какая, нет денег у людей. И
и даже у предпринимателей. Они все стараются где-то банки кредит взять, где-то инвесторов привлечь. И банки тоже не пойдут на такое, потому что если они будут видеть такие вот тут инсинуации с этими договорами, с УЗР мэрии. Курулуш иштерин жүргүзбөөгө болгон себептердин бири аталган аймакка жакын жайгашкан мурунку ок сакталуучу кампа болушу мүмкүн. Анын акыркы жылдары кандай колдонулуп жатканы тууралуу эч кимдин кабары жок. Учурда ал тарап башка объектилер менен дагы толукталып жатат. Башта сөз болгон ошол эле Алато рестораны, чет элдик элчиликтер, үйлөр жада калса бизнес, мектеп ошол аймакта бар. Ишкерлер аларга таандык жерлерге кимдир бирөө көз артып калганын дагы божомолошууда. Ошого карабастан алар кандай гана жол менен болбосун мыйзамдуу түрдө өздөрүнө таандык жерди алууга аракет кылышаарын кошумчалашты.